Снимаем с предохранителя, вот такое положение, перезаряжаем, ставим на предохранитель и докладываем. Первый к бою готов, второй к бою готов. После этого подается команда по мишеням огонь-огонь. Снимаем с предохранителя и начинаем стрелять по мишеням. Инструктаж – неотъемлемый пункт устава. В боевых навыках курсантов кадетского корпуса никто не сомневается. Одно дело, когда ребята проходили занятия по огневой подготовке в теории. Другое, когда в руки им дают боевые автоматы с настоящими патронами. И все это дело происходит на военном полигоне. В целях безопасности все экипированы бронежилетом и каской. Подавить огневые точки врага, нейтрализовать наступающую пехоту противника. Придумать для себя легенду они могут любую. Главное – поразить цель. Мишень на расстоянии примерно 500 метров успешно поразил и Мухаммад Мургустов. В кадетском корпусе занятия по боевой подготовке они отрабатывают исключительно на муляжах. Много времени уделяется сборке и разбору автомата. А вот возможности, как говорится, пороха понюхать, то есть пострелять, у них еще не было. Первый раз любой автомат. Непрекращающаяся пальба на военном полигоне, звон отлетающих гильз, мишень на любые расстояния, богатый арсенал оружия. Поразить мишень курсантам горского кадетского корпуса предлагают из пистолета, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и ручного противотанкового гранатомета. Демонстрируем, чтобы ребята поняли, почувствовали, и у них было желание дальше, в дальнейшем использовать это знание какие-то, даже похвастаться перед друзьями, что вот я стрелял, вот у меня было такое, а у вас не было. И вот в таких целях, чтобы дети заинтересовались, а у них интерес есть, дисциплина на высоком уровне, желание огромное, занимаются. И действительно, современным курсантам можно позавидовать. Стреляют, к примеру, из АК-12, оружие новейшей модификации. Длина оружия в боевом положении достигает до 940 мм. Емкость магазина составляет 30 патронов. И самое главное, зафиксировать правильно плечо. Если этого не сделать, то можно получить травму. Но, насколько я знаю, отдача тут не сильная. Ну, проверим. Военнослужащие 503-го гвардейского мотострелкового полка охотно делятся с ребятами романтикой солдатской жизни, радости которой не до конца познаешь, если не отведать полевую кухню. Здравствуйте, сегодня у нас меню чай и гречка с халяльным мясом. В принципе, здесь можно готовить 3 блюда, как я знаю, да? Даже 4 котелка. Ну, в основном это каши. Да, а вот какие встречаются каши в полю? Гречка в основном, либо перловка. Ну, такие стандартные армейские каши. Незабываемый день для курсантов горского кадетского корпуса организован благодаря совместным усилиям Министерства образования ДОСААФом Республики и командования воинской части. За последние 6 лет это первое мероприятие у нас. Надеемся, что данное мероприятие будет проходить уже в плановом порядке, в соответствии с планами воинской части. Обедом занятия по огневой подготовке не заканчиваются. Впереди у курсантов стрельба из гранатомета. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.